Я, честно говоря, не могу себе позволить покупать инсулин. Семья у меня большая, хотя я работаю и дети тоже, но не хватает денег в семье. Вообще не знала, что буду делать. Зухро Сафарова из поселка, расположенного в 1,5 часах езды от столицы, дважды в месяц приезжает в Душанбе за инсулином. Сельская учительница с зарплатой примерно в $50 не может себе позволить тратить половину заработка на лекарства. Разговоры о том, что бесплатный инсулин в стране может закончиться, весь год держал ее в страхе за свое здоровье и жизнь. Инсулинозависимые первого и второго типа, находящиеся за чертой бедности, которые не могут себе позволить инсулин, или люди с ограниченными возможностями за счет Центра эндокринологии республики и других подобных центров получали инсулин в полном объеме. Если раньше инсулин выдавали всем желающим бесплатно за счет пожертвований из США, то в прошлом году международный проект HOPE закончился, а парламентарии почему-то забыли заложить в бюджет страны расходы на покупку жизненно необходимого для диабетиков препарата. Чтобы обеспечить инсулином хотя бы детей, руководство Минздрава стало экстренно искать международных доноров. В Таджикистане почти 3700 инсулинозависимых первого типа. 800 из них дети, и их снабжаем инсулином, предоставленным международным проектом «Жизнь для детей». Они обеспечены полностью. Для бедных слоев населения средства на покупку препарата собирали с миру по нитке. Минздрав страны экономил на незначительных проектах. Где-то помощь жителям городов оказывали местные администрации. Например, в столичном медицинском центре за счет администрации города был куплен инсулин, и жителям столицы со вторым типом диабета выдается в полном объеме. В этом году правительство все-таки выделило деньги на покупку инсулина, и чиновники обещают, что его снова будут выдавать всем инсулинозависимым первого и второго типов, а их в стране более 3600 человек. Всего в Таджикистане, по последним данным, проживает более 34 тысяч человек, больных диабетом. В 2017 году правительство Республики Таджикистан выделило на покупку инсулина 3 миллиона самани. Этих денег в прошлом году не было. Это очень хорошая для нас новость, и мы обеспечим всех. Количество больных диабетом с каждым годом растет. Это связано со стрессами, которые испытывают нуждающиеся слои населения. Несмотря на то, что в этом году бюджет республики принят с дефицитом, руководство Таджикистана все-таки нашло средства для этих людей. Но в будущем Минздрав все же рассчитывает на помощь международных доноров. Анушер Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.